Чего ждать-то? Это брат, Ляпина брат. Вот здесь рядом хоронит. Друзья и родные покойного Ляпина торопятся скорее вырыть ему могилу. Их 3 дня на кладбище не пускали. Говорят, пока журналисты здесь, смотрящие по ГОСТу за руки их хватать побоятся. И они под шумок совхозного работника Ляпина наконец схоронят. Все готовы, и церковь заказана, и столовая. Понимаете, нам все нервы вытопали с этим кладбищем. У нас мама вообще в обморочном состоянии. Дедушка Елены и Екатерины завещал похоронить себя здесь, на поселковом кладбище рядом с родными. Но местные чиновники на днях остановили работу погоста по предписанию прокуратуры. Говорят, либо хороните своих родных за 20 километров, либо подхоранивайте к мусульманам. Ничего не говорят. Вот хороните на мусульманское кладбище. А потом будет разрешение, вы его перезахороните. Представляете? Перезахороните. Ну как можно перезахоронить? Не знаю. Участок, где уже больше 100 лет находится сельское кладбище, чиновники в свое время почему-то толком не оформили. Людей, выяснили в прокуратуре, хоронили в землях сельхозназначения. А участки эти близ областного центра дорогие. Случилась достаточно стандартная в последнее время, к сожалению, история, когда группа людей купила землю сельхозназначений, используя закон о дачной амнистии, они начали узаконивать понастроенные коттеджи как фермерские хозяйства, не имея на это, на самом деле, в моем понимании, ни одного документа, подтверждающего, что это так и есть. Но коттеджи рядом с погостом строили не 1 год, все ближе и ближе к крестам. И на это почему-то все закрывали глаза. Пока жители коттеджа не додумались сами пожаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру на близость с кладбищем и не потребовали его убрать. Им на этом погосте своих не хоронить, а за землю они отдали немало. Это кладбище здесь как бельмо на глазу. Во-первых, мы пьем воду, оно рядом. Вода, есть такая возможность, что попадет в скважину. Во-вторых, венки скоро будут висеть на заборе. Тоже мало чего приятного. У меня дети маленькие, внуки вернее. Жители Горного Щита за свое кладбище готовы бороться не на жизнь, а на смерть. Если погост не откроют, обещают сорвать выборы в поселке или того хлеще. Начнут приносить покойников под окна администрации. Я одно не могу понять сейчас в нашей стране, что творится. Неужели геноцид, развитый Гитлером во время войны, существует и сейчас? Почему? Имеется земля, имеется кладбище, уже в собственном. Почему нельзя похоронить последний путь? Наше правительство оставило нам всего 2 даты – рождение и смерть. И мы не можем уже никак подойти к этой проблеме. После скандала в службе городских кладбищ обещали, они попробуют изменить статус земельного участка через общественные слушания. И если большинство решит в пользу кладбища, погост снова оживет. Но когда это случится, неизвестно. А пока местные обещают с боем брать кладбище, чтобы хоронить своих там, где они им обещали. Екатерина Пономарева, для настоящего времени.